апогеем национального движения Якутии за самоопределение и самоуправление стал XX век. Первым крупным событием стало в 1905 году выступление общественно-политической организации «Союз якутов» под руководством Василия Никифорова Кюлюминура, требовавших установления гражданских и экономических прав коренных жителей Якутской области. В 1917 году политическая борьба в России завершилась Октябрьской революцией. Новая власть провозгласила равенство и суверенность народов России, их право на свободное самоопределение вплоть до отделения и образование самостоятельных государств. Якутская общественность поставила перед центральной властью вопрос об учреждении автономной республики в составе РСФСР. Во многом благодаря настойчивости и титаническим усилиям Максима Амосова, а также других представителей якутской политической элиты Платона Аюнского, Исидора Барахова, Степана Оржакова, стало возможным преодоление оппонентов и создание в 1922 году Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Провозглашение национальной автономии стало историческим событием. Впервые Якутская республика выступила как самостоятельный национально-территориальный субъект федерации, который стал мощным фактором консолидации якутского народа. Казалось бы, сбылась вековечная мечта народа о свободе и равенстве. Однако в первые же годы существования советского государства верховная власть забыла о декларированных принципах, урезав предоставленные автономиям права. Сталинская политика фактически лишила национальной автономии их права на самоуправление. Советская страна превратилась в унитарное государство, в котором сформировалась авторитарная система власти. Якутский народ по-своему отреагировал на ужесточение внутренней политики государства. В 1927 году в Якутии была создана оппозиционная партия конфедералистов. Лидер и идеолог движения Павел Ксенофонтов и его соратники выступили с требованием повысить государственный статус Якутской АССР до союзной республики и включить ее в состав СССР на договорных условиях. Однако это встретило решительное неприятие со стороны Сталина и его окружения, а само движение было жестоко подавлено. Изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов. Были расстреляны фактически все участники движения, включая и самого Павла Ксенофонтова. Это была эпоха репрессий, когда якутский народ понес невосполнимую утрату. Была уничтожена политическая, научная и творческая элита, в том числе такие выдающиеся деятели народа Саха, как Максим Амосов, Платон Аюнский, Исидор Барахов, Гаврил Ксенофонтов и многие другие. И только в начале 90-х годов президент Якутии Михаил Николаев добился реабилитации представителей якутской интеллигенции, несправедливо осужденных во время сталинских репрессий. Увидела свет книга Ираиды Симоновны Клеориной «Личный фонд, который поступил и хранится в нашем Национальном архиве Республики Саха-Якутия». Она сама начала передавать, она передавала частями, начали изучать, можно сказать, шок, да, для некоторых наших сотрудников, особенно молодых, потому что она человек очень трудной судьбы. Она работала, начинала даже работать в органах НКВД, потом сразу была репрессирована. Она была выпущена из лагерей, а потом опять же повторно ее направили на ссылку. И после этого она не пала духом. Да, человек очень такой стального характера, несгибаемой воли. У нас есть свои правила, да, как архивист, правила обработки исторических документов, правила издания документов. Мы должны передать
в аутентичном варианте все это, как в документе. Ну, передать содержание и текст документа. Мы ничего не можем ни убавить, ни прибавить. Как бы это есть исторический источник. Это не первая ее книга, которая была издана на основе архивных материалов. Значит, была уже опубликована книга, ее книга «Он был» Исидора Никифоровича Барахова. Также была опубликована книга «Дело моряков» или «История без флера 2». Печальные события 1936-1938 годов, когда большая часть наших государственных деятелей, часть национальной интеллигенции Якутии была репрессирована. Она, как Ираида Самонова, как выступает как бы с точки зрения правозащитника. Ну, в ее трудовой биографии эта деятельность занимает большое место. Она, можно сказать, человек многогранный. Она не только там писатель, журналист, сценарист, драматург, стихи писала, то есть поэзия тоже занимает ее творчество. Поэтому вот поражаешься, да, ее, как бы сказать, личный фон ее, да, у нас хранится, там хранятся все ее как творческие материалы, это сценарии, пьесы, рассказы, очерки, статьи, переписка, да, вот эпистолярный жанр тоже очень много времени. Она очень долго переписывалась с якутскими писателями, якутскими учеными, историками. Это тоже представляет очень такую большую ценность. И, конечно, здесь отражает ее многогранная личность. Ну, когда Национальный архив, который подготовил к изданию такую книгу, обратился в исторический парк, конечно, посчитали своим долгом в какой-то мере вот эту книгу постараться издать. Вот любой такой вот документ, это автобиографический документ, по сути, Ираиды Самсоновны Клеориной, которая, в общем, прошла очень непростую жизнь, и, будучи уроженкой Якутии, пробыв всего здесь 3 года, в семье, родившаяся в семье политического ссыльного, получилось так, что впоследствии посвятила очень многие годы своей жизни вот изучению жизни, деятельности наших, можно сказать, национальных лидеров республики, которые стояли у истоков республики. Это наша интеллигенция, которая, собственно, как многие знают, претерпели очень тяжелые лишения за свои убеждения. И сама Ираида Самсоновна была подвергнута репрессиям 2 раза и провела в лагерях около 15 лет. Она вот занималась биографией, да, деятелей, выдающихся представителей национальной интеллигенции XX века. Ну, начиная, допустим, даже вот первого революционера якутского, Неустроя Урсика, так, Василий Васильевич Никифоров, видный общественный деятель, занималась даже биографией выдающихся сыновей якутского народа, как Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Юнский, Степан Аржаков и так далее. И, конечно, она имеет непосредственное прямое отношение к изучению биографии людей, которые стояли у истоков нашей государственности. Не только советской, допустим, да, вот, именно когда вот самоуправление, например, Никифоров Василий Васильевич, да, пробуждение национального самосознания. Ираида Самоновна Клеорина, она прожила достаточно длинную, богатую различными событиями жизнь. Вот. Она сама является уроженкой города Якутска, нашей землячкой. Вот. Правда, уехала, ее вывезли отсюда вот, родители в 2-летнем возрасте. Отец был политическим ссыльным, вот, социалистом, одним из членов вот, народнического движения в России. Был сослан Самон Маркович Клеорин. Мама была учительницей. Мама ее Малькова, она приехала вместе с папой. Папа вот был сослан. Вот. Ну, такой образ жен декабристов, он прочно сидел вот в менталитете русской интеллигенции, шли вслед за мужьями в глухую якутскую тайгу.
продолжила в Якутии работать вот, в Кресхальджайской школе. В частности, она преподавала для детей, вот, уроки давала. Когда она вместе с родителями уехала на пароходе из Якутска, отплыла, вот, и здесь она описывает, как впервые увидела на том же самом пароходе Василия Васильевича Никифорова. Это известный общественно-политический деятель Якутии, это первый писатель Якутии, драматург, журналист, публицист. Я тут хочу добавить, что в своей московской однокомнатной квартире она всю жизнь, вот, когда занималась вот, вопросами реабилитации Василия Васильевича Никифорова, Кюльмнера, она впервые этот вопрос выдвинула еще в 1965 году, неоднократно обращалась с заявлениями в прокуратуру, Верховный суд Советского Союза с тем, чтобы реабилитировать ее. Всяческий раз она получала отказ. Только в 1992 году вот, Василий Васильевич Никифоров был окончательно реабилитирован. Ценность этой книги заключается в том, что вот здесь очень выпукло, ярко описана повседневная история, повседневная жизнь вот, не только вот лидеров государственности Якутии, но и простых представителей интеллигенции, и русской, и якутской, и эмигрантов, и якутских эмигрантов. Вот очень интересно она живо пишет, у нее, несомненно, вот дар писательницы имелся, и читается очень легко. Безусловно, эта книга является научным историческим источником для исследования истории нашей республики и истории нашей страны. Я считаю, что, безусловно, выход такой книги, он значит, скажется на вот, историческом образовании в республике, потому что мы общаемся активно с общественностью, педагогической общественностью, с историками, которые, в общем, активно используют все новые доступные материалы для того, чтобы их, так сказать, преподнести для наших школьников, для наших студентов. Поэтому эта книга — это подарок для вот, нашего учительского сообщества, я считаю.